приятели! Много ми е приятно да открия първата международна конференция като първа стъпка за регистриране или по-скоро за организация на Международната организация на миролюбивите нации. Дневният ред днес ще бъде: първо искам да кажа кои са участниците. От България, организатор Гражданска инициатива за суверенитет на България и държавите по света. Германия, Белгия, Сърбия имаме проблем с връзката, но така или иначе са известени, по някакво време ще се включат. Ирландия, Канада, Италия, Великобритания. От Германия представител е Елена Шулц, която е представител на обществена организация. Белгия Елена Политов. Сърбия Таша Тешанович, това е Сръбска радикална партия. От Ирландия Сергей Бърдашов, командир на хуманитарен батальон. Ирландия, Англия. Не знам как се чете това. Мобай се сложи. Как? Да, после ще се представи и сам. От Канада е Денис Лоцки. От Италия Анна Мошкарова, обществена организация Световните права на миролюбивите хора. И от Великобритания Томас Скот Чамберс, който е политик и помоли да му дадем думата малко по-в начало, тъй като очакват служебни ангажименти. Пресконференцията ще протече с дневен ред. Първо всеки ще се представи лично в рамките на 5 минути какво прави в своята държава и докъде са стигнали в борбата за мир против НАТО, запознаване с акциите, които се водят по места. Каждый из участников говорит приветственное слово, рекомендуемое в день 5 минут. Участник рассказывает о сообществе или организации, которую он представляет, их достижения в борьбе за мир против НАТО, знакомит с акциями, конференциями, которые проводятся на местах, представляет цели. Втора точка, всеки ще представи цели и задачи на организацията, която тепърва ще сформираме. Всяка страна да представи своето становище за целите на организацията, способите за постигането им и след съгласуването им тези цели и задачи ще бъдат вписани в устава на организацията. Същността на идеите е представена в декларацията от 8 февруари на националния митинг шествие България зона на мира, а именно изобличаване на престъпленията, извършени срещу човечеството, разформироване на НАТО, предаване на международен трибунал на поръчителите, ръководителите и изпълнителите на престъпленията. Цели и задачи организации. Каждая страна должна представить свое видение цели организации и способов их достижения. После согласования эти цели и задачи будут вписаны в устав организации. Суть идеи представлена в декларации 8 февраля национального митинга шествия България зона мира, а именно разоблачение преступлений против человечества, расформирование НАТО, предание Международному трибуналу заказчиков, руководителей, исполнителей преступлений. Трета точка е създаване на международен комитет и поставяне на задачи в случай на необходимост за оперативно провеждане на събрания, контрол за изпълнение на приетите решения. Четвърта точка е изказване и предложение. Необходимо создать международный комитет и поставить задачу в случае необходимости оперативно проводить собрания, вырабатывать и принимать согласованные решения. Третья точка – контролировать воплощение принятых решений. И четвертая точка – каждый может высказать свои предложения, это дискуссия. Только сейчас всем вышли представления от Гражданской инициативы за суверенитет Болгарии и государства во всем мире. Она его вышлет файлом, чтобы каждый мог прочитать и чтобы не тратилось время на перевод. Пока она говорит, это каждый может прочитать на русском языке. Вы все поняли? Да, А получили? Да. Представили.
След динамичните промени в геополитическото пространство и натискът, който англо-американските политици оказват на властите в България, българският народ започна усилена борба за възстановяване суверенитета на държавата и предотвратяване на участието ни в глобална война, в която САЩ и НАТО се опитват да ни въвлекат. Гражданска инициатива за суверенитет на България и държавите по света е създадена от група български общественици, които през последните години се занимават изключително активно с национално приоритетни каузи. Сред тях са инициативи за премахване на порочната система, която от 25 години разяжда страната ни като ракова метастаза, инициативата България против война срещу Сирия и Иран, България подкрепя политиката на Русия, с която проведохме редица масови протестни митинги, шествия, пресконференции, целящи да предпазят правителствата на България от съучастие в западната агресия в различните форми срещу Сирия, Иран и Русия. От края на миналата година стартирахме гражданска инициатива за суверенитет на България и държавите по света. Проведохме няколко конференции и митинг-шествия пред Американското посолство в София в знак на съпротива срещу американското господство над народа и територията на България, а също така още през 2013 срещу агресията им към Сирия, Иран и всички миролюбиви народи по света. Повечето мероприятия остават далеч от медийните обективи, защото не съответстват на интересите на силните на деня, които движат държавното кормило по точни указания от САЩ, Англия, Израел и дори Турция. След обезпокоителните посещения на няколко англо-американски политици, усещайки новата заплаха за страната ни, ние активно изразихме несъгласие с васалната политика на управляващите партии, които много хора за кратко и ясно наричат колониална администрация. В началото на февруари гражданска инициатива за суверенитет на България и държавите по света стартира кауза България зона на мира и всяка неделя вече 2 месеца организираме национално митинг-шествие по централните улици на столицата, които прераснаха и в други градове и преминаха извън границите на България. Съвсем скоро Латинска Америка и Карибския басейн се обявиха за зона на мира. Нашите искания в България са ясни. Не желаем координационен център на НАТО и американски бази на своята територия, защото това ни превръща в окупирана на васална територия, която ще бъде ползвана като фронтова държава при поредната агресивна война на САЩ, скрита за заблуждаващи понятия като мироопазващи мисии. Не признаваме членството на България в НАТО, защото е подписан договор против волята на българския народ при наличието на протести, завършвали с арести на протестиращите. Никой не се е допитал до народа и следователно този договор е нелегитимен и трябва да бъде незабавно прекратен. Вместо позорната роля, която ни определят англо-американските господари, представящи се за наши партньори, ние обявяваме България за зона на мира. Тази кауза е издигната и единодушно гласувана на първия митинг-шествие на 8 февруари 2015 година. Тогава бе гласувана и изпратена декларация с посочените по-горе искания до най-висшите инстанции, не само на България, но и до президентите на всички държави от Европейски съюз, Евразийски съюз, БРИКС, Иран, Сирия и Сърбия. Чрез тази декларация ние отправяме своя апел за помощ, за излизане от структурите на НАТО, защото усещаме приближаващата опасност за родината ни и за целия евразийски регион. В тази декларация ние предложихме създаване на международна организация на миролюбивите нации, която да разобличи престъпленията срещу човечеството на НАТО-американските агресори и да разформирова тази агресивна военна структура, която се явява заплаха не само за България, но за Европа и за цялото човечество. Тази инициатива и декларация старателно е укривана от българските медии. Това обаче не спира активността на българския народ и каузата е широко подкрепена от редица граждани, партийни и непартийни организации от цялата страна. В залата днес присъстват немалък брой представители на тези организации и партии, които участват в неделните шествия, както и работят усърдно самостоятелно за извеждане на България от задълбочаващата се политическа, икономическа и военна криза. След повече от 2 десетилетия разцепление на народа ни на стотици партии и десетки хиляди неправителствени организации, ние осъзнахме, че единственият начин да побеждаваме и да бъдем единни
макар и под различни знамена. Отправяме този призив и към вас, приятели, представители на миролюбиви народи. Нека бъдем заедно в каузата Зона на мира и днес направим първата крачка към създаване на международна организация на миролюбивите нации. Ние вярваме, че имаме сили да възстановим мира на планетата и да го наложим като норма за поведение за бъдещето. Гражданска инициатива за суверенитет на България и държавите по света. Сначала мы дадим слово Томасу Скотту, чтобы он представил себя из Англии. Да, спасибо вам, что Ну, я просто благодарю всех за приглашение. Я благодарен, и я обещаю полный помощь с нашей стороны, нашей политической партии, России, в Англии. Мы обещаем помочь в этом деле. Я считаю, что это очень нужно и мы тоже, как партия, хотим, чтобы наша страна, Великобритания, тоже стала верной и чтобы мы вышли из Евросоюза, и чтобы мы вышли из влияния Америки, и вступили в Союз, Евразийский союз, который возглавит Российская Федерация, и чтобы мы выступили в таможенный союз. Эти планы пока довольно зоркие, но я считаю, что жизнь необходима для британского народа, поэтому мы создали партию, чтобы поддержать Россию. А мы за все инициативы, которые смотрят за мира, который работает против НАТО. НАТО – это новый третий рай. Это повторит все ошибки и все планы Гитлера и нацистов. И НАТО прекрасно знает, что если они начинают войну с Россией, Америка не будет воевать с Британией, Франция, они будут бросать и Болгарию, и Румынию, и Прибалтику на войну с Россией. Поэтому необходимо, чтобы народы этих новых наций, которые сейчас попали под влияние НАТО, чтобы сейчас начали вступить против НАТО и натовской колонизации. И я очень благодарен и рад, что есть такая организация в Болгарии. Поэтому спасибо вам большое. К сожалению, в Великобритании сейчас идет огромная репрессия против пророссийских политиков и деятелей. Я сам являюсь под этой репрессией, и многие уже не хотят защититься и не хотят нам помочь в нашей справедливой борьбе. Люди уходят с партии, наши партии боятся, что будет репрессия в их стороны, и мы это видим день за днем, к сожалению. Я не знаю, если вам известно, но забрали мне паспорт, ставит мне стороны терроризма на Украине, так и называют. Я практически под домашним арестом. Но вы стараетесь что-то делать, все стараетесь двигать движение за Россию и за мир, и за свободу вперед. Но, к сожалению, у нас войны, старый, добрый туманный Альбион, огромные репрессии, но мы делаем, что можем в этих рамках. Ну, дорогие друзья, я опять хочу благодарить всех. Я буду рад с вами всеми общаться в скайпе, или в контакте, или в фейсбуке. Я буду рад вам помочь все свои силы. Поэтому, пожалуйста, будьте на связи со мной. Пожалуйста, пишите мне, отправьте мне имейлы, я буду всегда отвечать. Я уже говорю, опять, я очень благодарен и спасибо за возможность. Но мне сейчас надо уходить, я не только политик, но и я отец, и надо кормить ребенка. Но спасибо вам большое, и надеюсь, что мы увидимся скоро, в скорейшем будущем. Кто сейчас хочет, чтобы представиться? Кто следующий? Елена? Давайте Инна из Италии. Инна из Италии. Меня зовут Инна Машкарова, я проживаю в Италии уже довольно достаточное время. Наша организация Global Right of Peaceful People организовалась в середине мая прошлого года, после событий в Одессе и после событий на Украине. Наша организация уже есть в Мадриде, Германии, в Португалии и сейчас организовываются в Венгрии и Швеции. Мы выступаем, в данный момент мы организовались против войны на Украине, но и в соответствии с этим против мирового монополизма Соединенных Штатов Америки и расширения НАТО. Мы против того, как организовываются цветные революции и вмешиваются в суверенитет разных республик и изменяют ход событий. Мы здесь в Милане и в Италии мы провели 5 конференций и митингов
посвященных событиям на Украине и мира во всем мире. Мы участвуем в конференциях и митингах против НАТО и совместно с антифашистами проводим выставки и манифестации. Потом у нас есть Франческо Кепа, это один из художников Италии, который нарисовал очень красивую картину, которая называется «Одесса». И сейчас на 2 мая, в годовщину событий Одесской Хатыни, он должен быть там вместе с журналистами и вручить мэру города Одесса лично этот подарок, эту свою картину, потому что 2 мая будет годовщина страшной трагедии Одессы, где заживо были сожжены люди. У нас 2 мая будет открыт в Милане памятник жертвам Одессы, потому что уже названы площади, и мы выступаем против неофашистов в данное время, в нашем 21 году, в 21 веке. Поэтому мы приглашаем всех участвовать в этом движении против монополизма в мире. Мы выступаем, что каждая страна имеет свой суверенитет и против вмешательства Америки в дела всех стран. Мы за мир на Украине, против того, что правительство Украины после Майдана начало бомбить мирных жителей, потому что идет политика территории, а о жизни людей никто не говорит. Жизнь людей ничего не значит в наше время. Есть только интересы, и интересы эти глобальные, которые жизнь людей перечеркивают. Мы хотим, чтобы людская жизнь стала на первое место, и жизни детей, которые уже более 50 тысяч погибло на Украине за этот год, об этом никто не говорит. Журналист нет свободы журналистики. Есть журналисты и печать, это тоже под влиянием монополизма в мире. Поэтому мы выступаем за свободную прессу, за свободный журналист, за свободное высказывание своего мнения. И каждый человек имеет на свободу информации. Это все мы поддерживаем в нашей организации. И это все мы пропагандируем и участвуем, пробиваем стену молчания всеми возможными способами для того, чтобы объяснить тему монополизма. Спасибо вам большое за приглашение, и хочу вас пригласить, чтобы, может быть, кто-то из вашей организации тоже мог попасть в Одессе 2 мая на годовщину страшной трагедии, когда заживо были сожжены более 100 человек. И об этом умалчивает весь мир. Сергей Бардашов, командир на гуманитарный батальон Ирландия, Англия. Все, можно проговорить. Я буду краток, время у вас не буду отбирать много. Вот. Я представляю гуманитарный батальон Ирландия, Англия, общественную организацию «Мобиус». Перечисляться на наши заслуги я не буду, их много накопилось, скажу только вкратце, что это гуманитарная помощь в Новороссию, это пикеты и митинги в поддержку Донбасса, и это выставки. Вот. Спасибо Пепе за организацию конференции, спасибо за приглашение, спасибо Болгария, спасибо Славяне. Ну, хотелось бы, чтобы эта пресс-конференция переросла в нечто большее, какие-то действия. Вот. Ну и, конечно, нужно особо отметить, нужно в этой пресс-конференции оговорить 2 мая, потому что годовщина страшной действительно трагедии, и это обойти нельзя. Ну и дальше решим в ходе дискуссии. Спасибо. Елена. Бельгия. Да, я вас слышу, я готова. Да, у нее уже хороший звук. Давайте. Во-первых, мне хотелось бы поприветствовать всех участников этой конференции. Во-вторых, у нас в Бельгии некоторые люди особенное положение. Потому что у нас мы проводим пикет на площади перед Европарламентом, и в Брюсселе находится 15. Естественно, это накладывает особенности на русском языке.
Потому что у нас разрешение на наши пикеты в память об Одессе и за признание правовых экстрадиционистской организации разрешение получает евродепутат парламента Татьяна Станов. Это депутат от российской партии «Ладно». Естественно, на наши пикеты приходят депутаты Европарламента, и у нас есть возможность разговаривать с представителями. Поэтому это делает, ставит нас в положение шеи. Что такое шея в организме? Да? Голова – это официальный рост, в частности, Европарламента. Тело – это вот отдельные группы в разных странах антивоенного, антифашистского движения. Наша задача – это связать голову и тело, единый организм. Да, согласна. Это особенность. Теперь, что касается меня. В сегодняшней конференции мог бы участвовать еще мой партнер, русскоговорящий в команде, но он как раз сегодня летит из Санкт-Петербурга, из России, только вечером приедет. То есть следующей конференции нам еще говорит. Я отправила сейчас на скайпе ссылка на евродневник депутата Европарламента Татьяны Станов. Это последняя страничка в ее евродневнике. Теперь по поводу моей личной мысли, Скажи, чем може одновременно да например. С которыми мы все знакомы. В чем их опасность? В том, что на месте людей Донбасса сейчас может находиться любая другая страна, любая часть территории бывшего Советского Союза, любая часть территории стран бывшего Восточного договора. Любая территория, которая может пройти в сферу крупных монополий, либо военно-промышленного комплекса. На их месте может оказаться любой из нас. Я уроженка Крыма. Последний линк, ссылку, когда вы говорили о ней, если можно, повторитесь еще раз. Ссылка – это ссылка на евродневник депутата Европарламента Татьяны Станов, которая получает разрешение на наши антивоенные, антифашистские пикеты возле стен Европарламента, площади в Брюсселе. Значи тя предлага, ще това не нужно да го поясня, предлага да ползваме помощта на тази евро, има и други случаи, тя се познава и депутати. Следващия следующая ссылка. Да. Это ссылка на публикацию сайта ветеранов НАТО. Да. В этой статье находится доказательство того, что Украину бомбят самолеты НАТО, которые взлетают с аэродромов НАТО, арендованных для переброски оборудования из Афганистана. Да. Это сайт ветеранов НАТО. То есть это не российский сайт, не какой-то еще. Да, это сайт ветеранов НАТО. На нем написано «Загадка бомбардировок на Украине». Казва, че това е сайт на ветеранов НАТО, което е доказателство, че... Да, на месте Украины может оказаться любая территория бывшей республики Советского Союза, либо любая страна стран Восточного договора, то есть Восточная Европа. В любой момент, если территория этой страны будет в планах использования для крупных международных монополий либо военно-промышленного комплекса. Потому что военный комплекс США является интернациональной организацией. Все прекрасно знают, это не маленький офис, и это не администрация, это система частных военных компаний, которые отмывают деньги и зарабатывают деньги на войне. На создании на создании ведения. Это возможность получения неконтролируемых финансовых потоков. То есть то, с чем мы боремся, это фактически квинтэссенция капитализма. Дополнительно
действительно нас приучают к войне, что война – это часть нашей жизни. Это хорошо до тех пор, пока не дойдет дело до нашего собственного дома и нашей собственной родины. Я прекрасно понимаю, что Крым мог оказаться на месте Донбасса, и это самое главное, почему я сутками, иногда и по 40 часов не отхожу от своей группы, перевожу новости в Украине, международную аналитику на английский и французский языки. Естественно, благодаря всех своих помощников добровольцев. Теперь, значит, в любой момент, в Болгарии, в Чехии, в Праге, в Румынии, в любой момент. Причем следствие этого будет пропаганда, будет совсем других чиновников решать. Как это сейчас происходит в Украине? Подожди немножко, извини, подожди. Проблем? Теперь следующая моя ссылка. Елена, подожди немножко. Ну, да, давай. Следующая третья ссылка. Это данные доменного контроля о регистрации сайта «Правый сектор». Той самой организации, которая устроила бойню на Майдане и является сейчас основной движущей силой в войне против Донбасса. Это ссылка на регистрацию сайта этой организации. Так вот, мне указано, что она зарегистрирована в пригороде Парижа. А в пригороде Парижа. И что организация, ее зарегистрировавшая, это САС. Это частная военная компания спецназа. Подождите, пожалуйста, Елена, сейчас переведут на болгарский, потому что это очень важно. Это не организация, а филиал НАТО в Украине. Подождите секунду. Секундочку, подожди. Преди това гледахме този сайт, значи тя проследява откъде е направен сайта на правия сектор в Украина, установява, че е свързан с САС, частна военна организация. То есть правый сектор является не организацией, не общественным каким-либо движением, а это филиал НАТО в третьей стране. Более того, ведущий свою деятельность нелегально. То есть люди, входящие в правый сектор, подписывают трудовые договора с частными компаниями НАТО. Потому что там офис НАТО не отвечает за деятельность ни частных военных компаний, ни входящих в них боевиков. Поэтому бороться с ними, либо каким-либо контролировать общественные организации невозможно. С этим не могут справиться ни ОБСЕ, ни ООН. Почему? Это частные лица, которые закрывают свою деятельность, и в том числе финансовую, и не дают ее контролировать. Это чтобы вы понимали, с чем мы боремся. Мы не боремся с офисом, мы не боремся с конкретными людьми, а мы боремся с частным бизнесом, деятельность которого не подконтрольна ни одному государству. Теперь следующая моя четвертая ссылка. Это ссылка из Википедии на агентство по перспективным оборонным научно-исследовательским разработкам НАТО, так называемая ДА. Я посылаю ссылку на страницу этого агентства. Помимо этого, я посылаю ссылку на само этого агентства, раздел научных разработок в сфере киберпространства, для контроля над киберпространством. Мы все, кто ходит на пикеты, знаем, что наш сайт прослушивается, возможно, и телефон. Поэтому возможная проблема со звуком, когда я говорю с тем, что мой разговор записывается. Я остаюсь делать ночь. Хотя мы не являемся ни какой-то серьезной силой, мы частные люди. Лично я не придерживаюсь никаких политических воззрений, но мне не нравится, когда убивают детей кассетными бомбами. Мои воззрения не являются ни правыми, ни левыми, ни коммунистическими, ни какими-либо еще.
Но я против войны и против того, чтобы над частными военными компаниями не было никакого контроля. Последняя ссылка, обратите внимание, это открытый каталог агентства научных разработок военно-промышленного комплекса США для контроля над киберпространством. Вы можете в этой ссылке совершенно проверить те научные разработки, которые используются для контроля над социальными сетями. Мы с вами и сейчас используем Skype. И мы должны понимать, надо как-то вам приблизиться к микрофону, наверное. Могут быть в наличии фейков, так как это происходит сейчас в Украине. То есть те, кто имеет группу антимайдан, так как и я. Вот, я знакома с администраторами движения Майдан украинского. И мы все знаем о многочисленных попытках скрыть страницу, закрыть группу, скопировать наши аккаунты. Это каждодневная реальность, с которой нам приходится бороться. Поэтому я обращаюсь ко всем участникам нашей сегодняшней конференции, поделиться всеми возможными знаниями интернет-технологий, во-первых, для безопасности, а во-вторых, помощи в раскрутке наших групп, наших сайтов и наших аккаунтов. Мы имеем возможность сделать единое наше интернетное пространство в силу нашей единой ментальности, антивоенной. Потому что войну во Вьетнаме остановили массовые антивоенные митинги, собираемые группой гиков. Точно так же сейчас многочисленные группы создают ролики музыкальные для сбора гуманитарной помощи в Донецке. Потому что представить, что чувствуют люди, в первую очередь дети, которые каждый день находятся под бомбой, и понимание, что в любую минуту каждый из нас может оказаться детьми. В общем, меня зовут Елена Шульдина. Очень приятно с вами общаться со всеми, да? Вот, в общем, я живу в Германии 18 лет, психолог по образованию. Мы выступаем тоже против НАТО, за выход из НАТО, за выход из Евросоюза, за поддержку Новороссии. В общем, наша организация называется Endgame или Пегада. Пегада — это организация, Endgame — это наши акции, это наши демонстрации. Мы уже устраиваем 18 апреля 4-ю демонстрацию. Вот, мы стараемся как можем, выступаем, информируем. Сейчас у нас большой упор идет на информацию, на донесение того, что происходит реально на самом деле. Да? Очень многие немцы еще не знают, потому что пропаганда работают очень мощно, государственные каналы, они проамериканские, и, ну, наверное, как у вас тоже, но немцы просыпаются очень медленно еще. И мы сейчас пока еще доводим до сведения, даем информацию, немецкий народ еще только просыпается. В этом даже трудно сейчас. Вот. За съжаление, две от връзките не можаха да се осъществят, но продължаваме напред. Значи, кажи, че следващата точка е, че всеки трябва да се предложи целите и задачите на бъдещата международна организация на мирообразователните нации. Следующая наша точка, наша конференция, это каждый должен предложить цели и задачи нашей будущей международной организации, кто как видит коротко, да? Да, коротко, наших совместных действий. И, конечно, все желательно высылать потом нам на вот нашу общую почту. Все, что каждый говорит, желательно в письменном виде коротко выслать, да. Болгария сейчас начинает со своими предложениями, и потом каждый. На русском. Сейчас она вам, Пепа, вышлет на русском, чтобы не тратить время. Вы все прочитаете. Да, я сам буду сложила в общата почта, чтобы могла да. Да, в общей почте это тоже есть, этот файл. Так называется предложение.
Значи от България, от гражданска инициатива за суверенитет на България и държавите по света относно целите и задачите на Международна организация на миролюбивите нации, предложение. Първо, отмяна на санкциите срещу Русия, Сирия и Иран, защото те са средство за създаване на икономически, политически и военен конфликт на територията на Евразия, чиято крайна цел е унищожаване на Русия и отслабване влиянието на европейските държави в световната икономика и политика и в крайна сметка подчиняването им на имперската колониална политика на САЩ. От тези санкции огромни загуби търпят не само България, но и всички европейски държави. При задълбочен анализ се установява, че от тези санкции срещу Русия печели само Русия, защото санкциите я принуждават да се направи истинска, правилна реорганизация на икономиката, финансите, геополитиката и така ускоряват развитието на Русия, а европейските държави търпят огромни загуби и застой в икономиката. България също търпи огромни загуби, особено в туризма. Втора точка е разобличаване на престъпленията на нелегитимното марионетно правителство в Украйна. Трета точка – разобличаване на САЩ, НАТО в дестабилизация на регионите Балканите и Украйна, Латинска Америка, Северна Африка, Близкия изток. Разобличаване на извършените от тях престъпления срещу човечеството, разформироване на НАТО и изправяне пред Международен трибунал. И четвърто, възстановяване на нормалните взаимоотношения и взаимоизгодно сътрудничество между европейските страни и Русия. Това са нашите предложения. Кой е следващия? Мы закончили, да. Инна, вы здесь? Да. Предложение есть у вас? Я поддерживаю ваши вами высланные и присоединяюсь к этим ко всем пунктам против санкций, против монополизма, против геополитической войны. Это было Инна из Италии. Благодарим вас. Елена из Германии. Алло, я уже написала предложение, которое поддержали очень многие немцы. У нас тут свои сайты на Фейсбуке, свои страницы. Я предложила наклейки сделать на машину, за выход из НАТО, за выход из Евросоюза. И очень многие поддержали, написали, что они это тоже уже давно делают. То есть на заднем стекле машины наклеивают, некоторые на велосипеде наклеивают. Или просто листочек формата А4 кладут, там где фотография, где написано, что Amigo Home, да, вот такие приблизительные картинки, да, чтобы это было всем видно, потому что я считаю, что мы должны вести новую моду, скажем так, да, если у нас очень много американизма в Германии и одежда, допустим, где написано Америка, Нью-Йорк, я люблю Америку и так далее, это очень сильно развито, и даже в магазинах продаете такие вещи. Я предлагаю противоположную моду вести, чтобы немцы задумались. И чем больше будет таких... Сергей? Да. Так будет проще, и время сэкономишь. Давайте, да, прочитайте. Не, я вам перешлю, вы прочитаете сразу там на болгарском, как лучше будет. Да привлечем на своя страна журналисти. Колкото повече, толкова по-добре. Трябва да са свързвани с групи в интернет, с блогери, с всички, които може да помогне да разпространят информацията, да пробием поради информационната блокада, нашите усилия така и остават само усилия, много важна координация на нашите акции, така по-трудно ще бъде да ни игнорират, но и за Одеса задължително трябва да организираме всемирна акция в памет на жертвите на Одеската Хартин.
выходным белорусскую... Да, белорусское село Куэту изгуряли, жили, жени, деца и старцы. Всички, да. Първият, който изгоря, беше българин там. Это даже сказали, что первый, кто сгорел в Одесской хатыне, да, в Одессе был болгарин, да. Да. Първият българин. Запалиха го съзнанието българин. Елена из Германии. Благодарим вас, Сергей. Похлопаемся. Мы хотели только спросить, да, вы согласны с нашим болгарским предложением тоже? Конечно, согласен, да, согласен. Согласен, да, благодарим вас. Журналисты и медии работают на расположении. У вас есть журналисты, которые могли бы вот работать? Чтобы мы высылали им материалы из Болгарии. Чтобы мы посылали тоже материалы из Болгарии. Так как наши продажи, мы не найдем. В Болгарии очень плохо. Нет у вас? У нас таких журналистов нету, нет. Мы когда организовывали выставку в памяти жертв Одесской хатыни, мы обошли каждую газету, каждый канал в Ирландии, нас всех проигнорировали. Единственный, кто к нам пришел, это был журналист из радио какого-то ирландского язычного, о котором мы даже не знали название, что оно есть такое. Поэтому нас это очень трудно. Маленькая страна, все друг друга знают, очень трудно пробить. Здесь это будет проще сделать в Болгарии, не знаю, в Германии, там чуть больше людей. Пока только в России. Вот цензурами только в Болгарии. Пока Первый канал вот, вещает. Да, в Болгарии только телевидение Альфа, а в России вот Первый канал, и вот мы установили еще и Пятый канал. Вот поэтому нужно связываться со всеми сборниками, чтобы информация расходилась как можно большему количеству людей. Да. Я поддерживаю ваше предложение, Германия, Елена, я поддерживаю. Мы приглашали уже журналиста, я приглашала известного Хёрстеля, он часто выступает по Первому каналу, по российскому, и мы приглашали на нашу последнюю демонстрацию, это очень дало хороший резонанс. Потому что, во-первых, у него есть поклонники, они тоже узнали очень много нового, и, как говорится, хорошее у нас было после этого впечатление, поэтому очень нужно приглашать, очень обязательно нужно приглашать журналистов известных. Я прошу прощения, Карина из Италии. Можно мне сказать пару слов? Да, давайте. По поводу журналистов. Я хочу вам сказать, что у нас в Италии есть известный журналист, бывший депутат Европарламента, которого Джульетто Кьеза. Да. Джульетто Кьеза. Знаем его, да, знаем. Вот, присылайте ему, он русскоязычный, он все понимает. У него есть свое телевидение онлайн, которое называется Пандора ТВ. Он говорит не только о Украине, он говорит о Сирии, Иране, Ираке, о Европарламенте, о Европе в целом, о том, что происходит. Поэтому с ним связываться очень-очень удобно, и он русскоязычный, он передавать их много слушателей по спутиру. А какие-нибудь координаты можете нам выслать? Пожалуйста, вы его найдете в Фейсбуке, в интернете. Очень легко набрать Джульетту Кьеза и связаться с ним. Он очень человек общительный, он посещает много выставок. Вот 2 мая здесь, когда мы будем открывать памятник, он должен присутствовать. Поэтому он посещает, он делает видеоконференции, он занимается очень сильно этой проблемой. Именно вот НАТО в Европе, именно неправильной политики Европарламента и его поведение. А вы можете написать вот здесь, вот как правильно, на итальянском и Да. Сейчас. Чтобы нам было легко потом найти, да. Благодарим вас. Да, обязательно. Ако мога да се свържи с него директно, предлагам следното. Ина, следното от името на нашата конферентна връзка и бъдещия комитет да го привлечем за член на комитета. Инна из Италии. Здесь есть предложение в зале, чтобы вы связались с ним
и попросили его присоединиться к нашему комитету, потому что вы там близко, и вы от имени всех в зале приглашают этого журналиста присоединиться к нашему комитету. И если вы свяжетесь, мы вам будем очень благодарны. Кто-то еще хочет какие-то предложения, что-то предложить, кто-то еще хочет включиться из наших коллег? Да, если можно, я добавлю. Давай. А что касается итальянских журналистов, то есть такой итальянский журналист, его зовут Элизио Бертолаззи. Он 6 раз в командировках в Новороссии. Он является, наверное, одним из главных свидетелей и экспертов в Новороссии. Опять надо ближе к камере. Подожди, ближе к камере. Това е италиански журналист, който няколко пъти е правил обиколка в Новоросия, като е бил охраняван от казаците. И е направил няколко документални филма за ситуацията в Украина. Да, также вы можете тоже потом его написать, потому что, да, имя, да, вот как... Да, конечно, я напишу. Кроме Элизио Бертолаззи есть такие люди, как Николай Риль, которые активно выступают в Италии. Много людей, которые практически там несколько раз в неделю выступают в Италии. И они активно продвигают. Я говорю, что есть несколько журналистов, это Элизио Бертолаззи, Бауру Сенези, Николай Риль и так далее, которые активно продвигают. Кто-то еще хочет высказаться из наших коллег из других стран? Елена из Бельгии, вы что хотите добавить? У нас есть контакт. Каждый из нас то, что он мог, он представил. У меня есть возможность выйти на контакт с журналистами «Комсомольской правды». И второе, поскольку мы на пикете, к нам приходит российская пресса, я знакома лично и телефоны и прочие данные со всеми журналистами российской прессы, аккредитованными в Бельгии. Я готова обратиться к нашей конференции. Да, Елена, у вас теряются некоторые, то, что вы говорите, некоторые слова, если можно, вы тоже это пишите. Это было бы очень интересно, да, связаться с журналистами. И чем больше журналистов, кстати, они могут даже просто, можно им посылать материалы, и чтобы они освещали все эти события, где они могут, да, может быть, статьи или телевидение. Някой от залата иска ли да добави нещо към цели и задачи? Я обращаюсь к вам, чтобы вы ваши видеоматериалы оформили как видео на YouTube, чтобы эту ссылку я могла послать в российскую прессу. Да. Это первое, что я сделаю. Что это будет РИА Новости и представители ТАСС. Да, это было бы прекрасно. Это было бы прекрасно, да. Это то, что я... Вот в этом и особенность нашего положения в Бельгии, что мы очень рядом с Европарламентом, и в этом смысле у нас есть возможность информации большей. Да, это очень хорошо, да, это очень хорошо. Это было бы очень хорошо, если бы связались с этими новостными агентствами, это очень... Как только мы закончим разговаривать, я по скайпу позвоню представителям РИА Новости и представителям ТАСС. Да. Хорошо, благодарю вас очень, да. Първо да се представя, казвам се Младен Димов, председател съм на Патриотичен алианс за непартиен цивилизъм. Съкратено казано, Патриотичен алианс. Имам три предложения по същество. Първото е всички европейски страни, които сме поне членки на Европейския съюз, да работим за един алтер-европизъм. Преди известно време много ми хареса една реплика на госпожа Меркел, че Европа започва от Иберия и изход до крайбрежие.
ние, европейците, да ратуваме заедно за един алтер европизъм. Вы от какой партии? Коя партия? Аз не съм от политическа партия, ние сме Патриотичен алианс за непартиен цивилизъм. Это как называется? Младен Димов. Младен Димов сейчас говорит о общественной организации «Патриотический альянс за непартийного цивилизма. Непартийного цивилизма. Он предлагает, чтобы мы, европейцы, все работали вместе за один друг альтернативный европеизм. Другой. Альтер-европеизм. Альтер-европеизм. Который начинается с Сибирийским побережьем Атлантического океана и кончается на Камчатке. Да. Давай на русском. Давай. Возможно, этим будет против Великобритании. Мы знаем, что она троянский конь Америки в Европе. Но мы можем, Европа можем и без них. Если Франция будет вместе с нами, если Германия будет с нами, если Россия будет с нами, мы будем вместе. А вместе мы можем все. Второе. Второе предложение мое. Пусть мы все работаем для... Чего на български язык? Давай на български. Да работим за това, че да няма страни, които по изключение не са под власти на Европейския съд в Хага за военните престъпления, за престъпления с човеческите карти. Визирам Съединени щати на Америки, Израел и так далее. Он выступает за то, чтобы мы работали против того, чтобы не было таких государств, которые не подвластны международным судам, такие как вот Израиль и США. Со всеми немилитаристическими средствами. Со всеми мы будем бороться со всеми немилитаристическими средствами, ну понятно, не военными, да. Да. Не может одни государства быть такими, да, чтобы не было двойных стандартов. Множественные стандарты. Да. Третье. Надо тоже работать в этом направлении. Борить новый економически порядък. Искам да прочита само това, което е написал Алекс Борисов. Журналисты из Италии Элизио Бертолази, Вауру Синези и Николай Лилин постоянно участвуют в конференциях в Италии. Элизио Бертолази с командировками с начала войны в Украине был 6 раз, соответственно, он является не просто журналистом, но и свидетелем преступлений украинской армии и украинского правительства против собственного народа. Он может участвовать в конференциях как свидетель и как журналист. Необходимо создать сайты в каждой из стран и обмениваться информацией через общую почту и таким образом насыщать сайты друг друга и уже эти сайты распространять в своих странах. Это очень хорошее предложение. Так, меня зовут Станил Станилов. Я председатель партии «Атака» за София город. Все знаете здесь, надеюсь... Надеюсь, что и в Европе слышали, что «Атака» — это единственная парламентарно представленная партия, у которой были наблюдатели в Донбассе, в Крыму и так далее. Сейчас у нас есть собственная медиа. Я говорю всем, которые участвуют в конференции, у нас есть собственная медиа, называется Alpha TV.
есть сайты. Основной сайт называется ataka.com. Там есть все, есть почта, есть все. У нас очень хорошие контакты с русскими медиа. Это Первый канал, это Россия-24. Я знаю, что завтра на митинге в Софии будет экип Россия-24 и Первого канала. 12 часов. 12 часов. Это сделали от руководства нашей партии. И можно сказать, что господин Сидоров, как председатель партии, как наш лидер, очень хороший друг с господином Аксенов из Крыма, с господином Ришкиным от Государственной Думы. У нас очень хорошие контакты с Российской Федерацией. Конечно, и с Европейской партией. Я могу сказать, что от завтра Софийская организация партии «Атака» будет участвовать во всех мероприятиях этих гражданских инициатив. И надеюсь, что очень много людей присоединятся к нам. Еще одно предложение. Это приглашение всем вам. Следующая конференция. Можно проводим в Центральной партии «Атака». Наш конферентный зал, там техника хорошая, будет медиа, все. К сожалению, я говорил с господином Дерев, но у нас не было времени организировать это за эту конференцию. Но в следующий раз организируем все. Спасибо, спасибо. Чего решили за добрый запомнили это попытание? Вы все слышали? Вы все слышали? Слышали, да не поняли. Поняли? Не, аз после всичко ще напиша и ще се изпрати като да отговор, обаче... Да, чувствам. Това несъвършен руски или не. Не давай на български. За да ме разберат поне една част. Първо поздравявам всички участници в конференцията. Ще се постарая да бъда кратък и да направя своята оценка и своя анализ, като човек, който наблюдава всичко. Это говорит Дэни Павлов, один из организаторов гражданской инициативы за суверенитет Болгарии и государства во всем мире. Он всех поздравляет, всех участников, и сейчас постарается сделать оценки и анализ. Да. Аз съм изключително впечатлен от всички, които взеха участие от всяка една държава. Конструктивни, качествени предложения. От българска страна също имаше качествени предложения. Он очень впечатлен от участия всех участников из всех государств. Были сделаны очень качественные предложения, и как от участников других государств, так и со стороны Болгарии. Аз съм просто възхитен, защото виждам, че се заражда една много силна, много качествена европейска организация, която надявам се да прерасне в световно. Се нуждае от такава организация, защото фашизмът, който беше преди 70 години, той отново е възроден и неговият лидер в момента са Съединените американски щати. Ние, американският фашизъм, ще намерим лостове, ще намерим сили да го поставим на местото му. Потому что возрождается, да, вот мы наблюдаем момент, когда возрождается фашизм, который вот после 70 лет мира, и мы должны остановить его. Да, и этот фашизм идет из Америки и из НАТО. И мы должны найти, и мы найдем такие рычаги, которые остановят этот фашизм. И последно, разбрах, че заедно сме силни и наистина ще успеем. Защото правдата, истината е на наша страна. И силата е на наша страна.
вместе мы сильны, и вместе мы успеем, и победа будет за нами, потому что правда на нашей стороне, истина. Аз също Митко Грозев се казвам, говорител на нашата организация на суверенитет на България и държавите по света. Искам да поздравя всички. България е в момента във вътрешно преображение. И що България и русские сейчас, как сказала Баба Ванга, будут вместе, и мир будет с нами, и победа будет за нами. И искам да кажа и на български, ние, братя, сме заедно, ще бъдем завинаги заедно до пълната победа на мира на земята. Благодаря. Эта комиссия будет вносить предложения и поправки в устав будущей международной организации «Мирные нации». И пропуснахме, че трябва да изберем, но аз предлагам всички участници, както са по един от държава, а пък ние съответно на място си водим нашата си координация. Это была третья точка из нашего сегодняшнего порядка проведения конференции. И как раз мы хотим предлагать, чтобы все сегодняшние участники вошли в эту международную организацию. Будет по один представитель. Да, по один представитель от государства. Да. Съответно всеки се комуникира с организацията около него и се съгласува решенията. Ние тук си съгласуваме всички. Германия ти се съгласува. Да, става ли? Да. Для начала. Обща група, която всеки да излучите да работят съвместно. Как начало, чтобы все мы были по одному представителю. Если есть больше, то больше, это даже хорошо. А координацию делать будем через почту. В общую почту, да, мы будем координироваться, посылать, у кого когда проходят протесты. Соответственно, очень важно после таких протестов, чтобы хотя бы по одному видео приходило. Можно на том же самом языке, на котором оно проведено, только к нему нужен текст на русском. То есть небольшой текст описать вот это мероприятие, когда оно проходило, во сколько, кто организатор, обязательно присылать. И тогда мы можем пробивать информационную блокаду. Пише координация по Skype, Facebook и обмена на информацията чрез... Да. Но нам надо сделать, может быть, страницу международную нашего. Да. Что вы думаете? Наверное, нам надо сделать международную общую страницу вот этого на Facebook и вот в Skype сейчас есть, да, вот эта вот страница. Нам нужно, чтобы синхронизировать, да, чтобы информация. Предложение, как вы считаете, я вас спрашиваю, всех наших международных участников, общую Facebook страницу, общий сайт, да, но Facebook страницу общую, наверное, надо сделать, международную. Считать сегодняшний день днем рождения этой организации 28 марта. Да, мы должны сделать, будем общую страницу в Facebook, всем разослать, чтобы каждый мог там размещать свою информацию о готовящихся протестах, о том, что сделано. Я предлагаю короткие видео о протестах, чтобы каждый закачивал где-то на канале в YouTube и давал там ссылку к этим видео и текст на русском языке обязательно к нему, и тогда можно будет оперативно посылать информацию на телевидение, в газеты. Да, желательно, конечно, и фотографии. Я буду говорить от имени одной коммунистической партии в Болгарии, поскольку в Болгарии несколько коммунистических партий, здесь мы несколько представителей этих коммунистических партий. Я хочу уверить вас, что мы все поддержим
ваше движение. И прежде всего думаем, что нужно выдвинуть один лозунг, один девиз. Это борьба за мир. В этом моменте все мы, и Болгарии, и русские, и украинцы, и все представители всех народов мира нужно организоваться, чтобы бороться за мир и предотвратить наступление войнолюбцев и войны в Европе. Потому что в моменте это есть большая возможность, чтобы началась война в Европе. Это американцы хотят это сделать. Это хотят, чтобы они сделали эту войну, чтобы защитили свои интересы. Вы понимаете все это, что это в интересе только Соединенных Штатов Америки. Иначе все мы, европейские народы, будем потерпевшие и будем терявшие. Так что спасибо. Да, мы все здесь голосуем за эти предложения, что сделаны. И надеемся, что вы тоже все предложения принимаете. Здесь все единодушно проголосовали в зале. Все единодушно проголосовали в зале, голосовали за предложения, которые были сделаны сегодня во время этой конференции. И мы хотим от вас услышать, что вы все тоже, или, может быть, ручку послать какую-то. Да, вот такие плюсы. Все пошлите, пожалуйста, по одному плюсу. Да. Нет, ну чтобы видно было, вот сейчас можно один по одному плюсу поставить через скайп. Вот. Да, ну вот они видят, да. Да. Да, плюс, да. Елена плюс надо поставить. Да. Если можно, все поставьте плюсы, да, и пошлите нам. Пожалуйста, плюс поставьте. Что вы тоже, да, что вы тоже поддерживаете все, что мы сегодня обсудили. Вы слышите нас? Я вас слышу, я поддерживаю, я твои пишу. Да. Плюс просто поставьте, плюс. Добре. Предлагам, момент, може ли да предложим? Предлагам да координираме обща дата на бъдеща отново конферентна връзка, в която вече да уточниме конкретните правила и на устава на тази международна организация. Предлагам да е след един месец на евентуално и домакина тук ни предложиха в партия Атака да направим една конференция, в която да изградиме основните правила, по които да работим. Това ще влезе в устава, но трябва да се реши начина, по който се... Само с една корекция. Значи, в момента ние имаме античовешка същност на тези, които в момента тя е над фашистка. Искам да кажа, тя е демонично-сатанинска и работи срещу цялото човечество. Он говорит, что НАТО сейчас, она организация как демонично-сатанистская, она даже вот прям надфашистская какая-то совсем уже. И он предложил через месяц собраться, но здесь идет предложение из зала, что через две недели для того, чтобы обсудить устав нашей организации. И, в общем, надо как-то его, кто-то должен его разработать, все-таки этот устав, да. И все вместе, наверное, надо, чтобы приходили предложения по уставу, от каждого принимается предложение в общей почте, да? А после трябва да решим под каква форма ще се работи. Да. Дали това ще бъде движение и не регистрирано, или трябва да търсим форма. Да, после, да, все обсудится на почте, да. Как это будет, какой формой мы будем существовать. Да. Още едно предложение.
което възникна, след като направим устава и се оформи организацията, да изградим един комитет, който да се яви обществен съд. Значи, обществен европейски съд, през който да разгледаме всички варварски нападения на НАТО, всички загуби, всички убийства, които са направили в определени държави и всички загуби, които са претърпели тези държави. В последните, особено последните 10 години. Като започнем Сърбия, Ливия, Ирак, Афганистан, Сирия, Украина и сега в Русия. Значи тия санкции ние ги разглеждаме като част от варварските нечовешки действия на структурата НАТО, която е фактически американска структура за колонизиране на света. В 42-то Народно събрание. Моето предложение е по-скоро практично. Нека да проведем това събрание след 2 седмици, предлагам аз. Да скъсим срока от време, защото знаем, че може така да се разводни, а пък и събитията са динамични. Така че не е ясно всъщност какво ще бъде международното положение до 10 седмици. Така че предлагам нека да бъде, имам пред след 1 месец, нека да бъде след 10 седмици. Ангела Кигоци се казва енергиен експерт. Имам едно предложение. Това, че навсякъде се споменава тук, че украинското правителство изпраща войски срещу Крим, аз не съм съгласен с формулировката украинско правителство. Какво правителство са тези узурпатори, които са взели властта с чужди средства и чужди с помощ на империалисти? Больше из украинцев не хотят этой государстве, которое сейчас живет. Ну, они тоже любят русские, но это англосаксонской политики, которые сделали это. Англо-американские, сделали, англосаксонские. Все думаем, что это, что мы сейчас сделали, это хорошо не только для нас, а для всей людей, которые живут в мире. Это международная институция, которой надо бориться для правды и для мира, весь мир. Нека всички да обмислим това, което чухме, предложенията и да ги синтезираме, след 2 седмици отново да се видим. Кажем, че закриваме конференцията и след 2 седмици ще се видим отново. Пепа закрывает конференцию и всем благодарю. Да, можно, да. Смотрите, самое главное, одно из главных тем – это митинги и акции, которые мы проводим. Подождите, я скажу, что вы сказали, потому что вы плохо слышно вас, что вот коллега, как я не вижу кто, Алекс Борисов, предлагает, чтобы каждый написал расписание мероприятий, которые будут проходить в его стране на месяц вперед, чтобы СМИ, что вы сказали, чтобы СМИ... Чтобы и СМИ ждали этого мероприятия, и мы. И главное, чтобы эти митинги были международными. Да. Для того, чтобы они были международными, нужно, чтобы выходили страны в один день, в ближайшие 2 дня. Ну, получалось 2 дня на субботу. Нет, нужно, чтобы была информация. Да. И сейчас Пепа предлагает, закрываем. Всем спасибо.